Сахатова задавили. Матка. Так, большая матка. Задавили. Тут пока отработал. Тут нынче это, как его, это нынче еще задавленного не находил. От буранки там, по речке буранка, от нее где-то метров, 20-30, может быть. И это самое, вчера по темноте проезжал, на буранку выбежали, там насрали, короче, взад-вперед бегали, видать, большие-то, эти вот крупные, которые крутые-то, грызут лежат, а маленькие кругом бегают. Вот жадность трясутся. Вот эти выскочили там, тоже, видать, эти жрать начали, там ногу утащили одну, пока не прогнали. Вон туда что-то утаскивали, я в ту сторону тоже капкан поставил. Вон там один капкан лежит. Ага. Вот тут вот поставил. Метра 3-4. Задранка. И вон там, на подходе. Уже один капкан воткнул. Это потом здесь он ставил. 4 капкана было, все выставил. Ну там-то получается метров 15, да. Это, специально так, чтобы вот сюда вот поставишь рядом, обязательно ворон влетит. Ворон влетит обязательно. Сейчас еще петель добавлю. Эту трубку оттуда вот сбоку зайти, вот вон там вот до подальше петлю поставлю. Там сейчас пошарюсь, что-нибудь там выставлю. Вот. Вчера вечером по темноте проезжал и вижу, они там на буранке что-то зад-вперед бегали, натоптали там, ё-моё. Вот сегодня приехал. И выставился. Матка. Еще это, наверное, уже это беременная, наверное, была. Как-то вернутся, еще придут. Сейчас маленько солнышко пригревать начнет, вот это вот мясо оттаивать будет. Прибегать. Вчера-то одного взял там наверху. Может та стая, а может другая стая. Вроде бы этих тут что-то их 4 стало. Это, двухдневные следы, свежие следы. 4 штуки почему-то. Хрен его знает. Вот там-то наверху тоже есть у меня. Петли капканы стоят. Может там влетели. Да я тоже знаю, что там закатывать. Вот. Вот они дрались, а. Вот по льду. Вот по льду натоптаны. Да они уже Сахатова грузили. Рвали его. Бились. А он сюда заскочил. Там деревьев, так, поломанные деревья есть. И вот в этом направлении завалили. Так вот. Вот они отдрались по льду. Вот и стратегия, тактика у них такая. На лед выгоняет, там же скользко. Хаты полную силу драться не может. Посюда загнали, и там уже чепурики тоже валить начали. Река Амга. 110 километр от поселка Верхняя Амга. Зимой я тут уже 3 года не ездил, получается. Да. Вот, приехал гость
Иванову Виктору Петровичу. И там сейчас выйдет из дома Иван Викторович. Баню. Он приехал в гости. У него, оказывается, снегоход сломался. Мы сегодня поехали тащить. Как говорится, в правилах тайги надо помогать. Вот, Иван Викторович вышел. Холодные ключи, так называемые. Ну тут, вот, под той горой открытое место. Рыбачить, что ли, туда прискочить? Ну, посмотрим, может, и рыбачить прискочить. День-то ранний. Сейчас где-то 35-38 было, выезжали. Днем-то должно отпустить. Вон какие скалы. Снегохода погрузили. Двигатель полетел. Сейчас Иван Викторович обвяжет. Да, Иван Викторович, обвяжет хорошо. И поедем потихоньку. Километров сколько отсюда? До 15 точно будет. Пилить надо обратно. Битый не битого. Или битый битого. Но тот тоже битый. И этот тоже побитый и не раз. Доехали. Сейчас бы на эту гору затащить. Но на пониженной-то тащит, наверное. Притащили таки. На бок поставили. Нарты подогнали и на нее их опустили. Нарты-то латанные, перелатанные, алюминиевые. Хорошие нарты, только вот в лесу соломается. Варить же ее надо специально. Холоднее, чем надо сегодня. Больше 30. Вот сколько лунок провертел. 1, 2, 3, 4, 5, 6 лунок. 6 лунок провертел. И вот рыбка. 11 штучек. Большинство вон на той лунке, вот которая ближняя. Вот на ней попались. Там парочка влетела. Там вообще пусто. Там одна. Тут 2. А там пусто. Я хочу сейчас перебраться пониже этого домика. Там переезд. Там это вот рыбачили. Там тоже порыбачить попробовать. Вот. Холодновато. Что солнце опускается. Сейчас солнце опустится вообще. За 40 не догонит. Вот. Под ключом. Тут-то лед тонкий. Пять лунок провертела. Вот рыбка. Там 4 маленьких. И вот тут красавец попался. Тех огромный хариус. Под 40 уже. Под 40 обычно так делают. Солнышко скрылось. Все, домой чуркать надо. Есть туман. Ну, красавчик. Вот когда
ногами у нас со свояком олени стояли. Это вот обычный хариус вот такой вот. Весь сплошной такой попадался. Побольше даже попадались. Лимба. Леньки, лимбы. Таймеша даже ловили. На удочку. Если не сравнить. Заходит солнышко. Поеду. Еще километров 18. Переть надо. Сейчас Иван Викторович покажет, как надо делать рыбу. Командуйте, капитан. Равняйсь. Смирно. Первая шеренга, 2 шага вперед. Шагом. Марш. Рота. К машинам. Давай, говорись! Чем показать, вот он самим не достанется. Останется. Нас тут мало. Хомбарило, хомбарило. Колбаса, он здесь говорит. Колбаса харус, лучше харус. Свежих друзей вот так же. Мы с американцами город. Пацаны, я к вам. На передовую. Откуда? Из зацепления звонил. Так вот вычищают. Куру с чешуей, да? Ну, а потом берут тоненьким слоем, как строганинку. И приятного аппетита. Харга надо чистить именно такими ножами. Вот такими. Такие не канают. Вот такие. Если такого нету, то не думайте даже харга чистить. Окружаем! И так далее. 3 ночи переночевали тут. 3 дня в бане мылись. Маленько погуляли. Это мои родственники, можно считать. Вон, братка сидит. Иван Викторович, Виктор Петрович. Ну, наверное, вы, кто смотрите, узнаете их. В Анге-то они так-то знаменитые. Все знают, все заезжают. Они. Всем знакомым приветьте, Виктор Петрович. Иван Викторович, имею привет, теж Бидерджан. Виктор Петрович, да. Ну, это сегодня, короче, на 2 стороны разбегаемся, они вверх едут себе туда, на верхнюю избушку, а я к себе поеду. Собираемся. За 3 дня ничего не поменялось. Все стоит как стоит. Петли не упали. Все на месте висит. За 3 дня они не приходили. Там у деда, сколько получается, 3 ночи, да, 3 ночи переночевала. Ну, дожидался, может, за пару дней пробегут, думаю. Там порыбачил маленько. Больше наговорились за всю зиму.
Ну, еще и по рации болтаем, конечно. Погуляли маленько с дедом. И все 3 дня в бане мылись. Амгинская вода, она как святая вода. Обрадовался дед. Давай в баньку растопим. Воды натаскали, растопили. Давай 3 дня. Хорошо. Ванька волосы постриг сразу. Баню. Братка. Уже я с ними лет 25. Ну, под 30 даже, наверное, знаком. Постоянно к ним. Как домой приезжаю.